Язык песни, танца не требует перевода. Он понятен людям любого возраста, любой национальности. Благодаря многообразию культур нашего мира мы постигаем способность уважать и принимать людей такими, какие они есть в своей неповторимой индивидуальности. Молодежный фестиваль народного творчества проходил в Адыгее уже в 4-й раз и был традиционно приурочен ко Дню толерантности. Напомним, что Международный день, посвященный терпимости, ежегодно отмечается 16 ноября. Под терпимостью, толерантностью в Декларации ЮНЕСКО понимается принятие богатого многообразия разных культур. Это признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Организатором фестивалей, посвященных Дню толерантности, традиционно выступает Комитет Республики Адыгея по делам молодежи. Сегодняшнее мероприятие посвящено дружбе народов, любви, взаимопониманию и уважению друг к другу. Мне хотелось бы сказать слова лозунга нашего фестиваля: «Мы разные, в этом наше богатство. Мы вместе, и в этом наша сила». И сегодня вы в этом убедитесь. Каждый из участников фестиваля старался выразить себя через национальную мелодию, неповторимый язык песни или танца. На молодежный фестиваль были приглашены представители из всех муниципальных образований нашей многонациональной республики. Возраст участников от 16 до 27 лет. Причем подбор юных артистов происходил по их личному желанию. Творческие коллективы и сольные исполнители представили вокальные и танцевальные номера разных народностей, проживающих в районах нашей республики – русских, адыгов, татар, армян, курдов. Спасибо вам за то, что вы пришли на данное мероприятие. Нужно отметить, что авангардом развития, успеха, локомотивом будущего Республики Адыгея является то, что все народности, которые проживают на территории республики, всегда мирно и дружно жили. Дружите, ребята! Главная зрительская аудитория, молодежь, очень активно и непосредственно реагировала на каждое выступление. Зал народной культуры города Адыгейска тепло принял участников фестиваля. Огромное спасибо хозяевам города за то, что так замечательно и тепло встречали наших гостей. После фестиваля мы решили побеседовать как с организаторами мероприятия, так и с его участниками. Первые наши фестивали проходили на базе педагогического колледжа имени Андрухаева в городе Майкопе. И вот за время существования фестиваля оно уже претерпело свои изменения. В том формате, в котором проходил фестиваль в этом году, он проходит впервые. Дело в том, что Комитет Республики Адыгея по делам молодежи в этом году практикует проведение республиканских мероприятий на территории других муниципальных образований. Да, это помогает дружбе. На сцене ты встречаешься со многими артистами, там, общаешься, знакомишься. Такие фестивали еще раз подтверждают то, что наша молодежь сейчас, она культурная, она умеет, она способная, она умеет и петь, и танцевать, и играть на народных инструментах. Может быть, у кого-то после такого фестиваля появится желание изучить другой язык, познакомиться с культурой других жителей, народов. Организаторы фестиваля на это очень надеются, и потому целевая программа «Молодежь Адыгея», в рамках которой проводилось мероприятие, запланировано и на следующие 3 года, а значит, праздник дружбы продолжится.